Итак, в эфире телеканала «Якутия-24 новости». В студии Мадина Халикова. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь в этом выпуске. Не забывайте о ревакцинации. Количество заболевших коронавирусом в Якутии растет. Самым надежным методом защиты от инфекции остается прививка. Подготовка к весеннему половодью начата заблаговременно. Ленское бассейновое водное управление совместно с Минэкологией и профильными ведомствами республики рассмотрели схемы и обсудили превентивные меры по прохождению паводкового периода. Выставку, посвященную 30-летию Министерства по внешним связям республики, открыли сегодня. Что интересного можно узнать из представленных в экспозиции материалов, узнаете в конце выпуска. Начнем выпуск с эпидобстановки. За минувшие сутки в республике выявили 859 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 678 в столице региона, 49 случаев в Мегино-Кангаласском. Еще в 12 районах республики положительные тесты на ковид получили от 1 до 20 человек. Несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев заболевания, скорость распространения инфекции, поскольку это все-таки очень контагиозная инфекция, большинство заболеваний регистрируются в легком течении, и пациенты получают лечение в амбулаторных условиях. И это, конечно же, в первую очередь обусловлено вакцинацией и ревакцинацией против новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день первым компонентом привиты 555 165 человек. Это составляет 77,4% взрослого населения республики. Тем временем рост заболеваемости коронавирусом сейчас наблюдается в Нюрбинском районе. Так, на сегодняшний день лечение получают 35 человек. В целях нераспространения ковида районный оперштаб принял решение о переводе школ города Нюрба на дистанционную форму обучения. Но онлайн-формат не коснулся учащихся 1, 4, 9 и 11 классов, а также сельских школ. В торговых центрах возобновился вход только по QR-кодам. Для борьбы с пандемией в Нюрбинской ЦРБ активно идет вакцинация и ревакцинация населения. Развертываются обсерваторы и увеличиваются койко-места для больных ковидом. Кроме того, больница полностью готова на случай выявления заболевших с омикрон-штаммом. Центральная районная больница готова развертывать дополнительные койки при увеличении количества больных. На сегодня мы планируем увеличить койки до 120 в наших отделениях Центральной районной больницы. Также мы планируем развернуть тоже обсерватор на базе наших интернатов общеобразовательных учреждений. И, конечно, тоже мы в ежедневном режиме направляем информационные материалы, призываем наших жителей района прививаться, принимать вакцинацию, ревакцинацию, строго соблюдать все санитарные требования. Тем временем российский Кабмин сегодня обсудит эпидобстановку и меры по борьбе с коронавирусом в стране. Совещание пройдет под руководством председателя правительства Михаила Мишустина. Так рассмотрят вопрос о выделении Минздраву в 2022 году из резервного фонда правительства бюджетных ассигнований на закупку лекарств. Помимо этого примут решение о выделении Минздраву средств на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федеральной казны регионам на приобретение препаратов для лечения пациентов с коронавирусом, которые получают медицинскую помощь амбулаторно. В Якутске в ходе заседания научно-технического совета Ленского бассейнового управления рассмотрели схемы проведения противопаводковых мероприятий. В работе приняли участие специалисты из Департамента по водным отношениям и экологического просвещения Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства, службы спасения и других ведомств. Участники заседания определились со схемами и обсудили ход работы по зачернению и распиловке льда на реках Лена, Алдан, Амга, Токка и Колыма. Как говорит наш якутский ГУМС, в этом году ожидается, прогноз соответствующее скрытие и тому подобное. Где-то, они сказали, где-то 15 апреля. Методы известны давно, они по проекту это зачернение инертным материалом и распиловка баровой установкой, на базе МТЗ, большие, пилы. Виды, определены, способы определены.
Два пожара произошли в Чурапчинском районе за 2 дня 18 и 19 января. В одном из них погибла 60-летняя жительница села Чурапча. По предварительным данным, загорелась проводка и произошло замыкание. На следующий день в селе Сылан сгорел частный гараж площадью 108 квадратных метров. Огнем уничтожены легковая, 2 грузовые машины. Ущерб – 20 миллионов рублей. Напомним, всего за прошлый год произошло 30 пожаров, из них 24 бытовых и 6 природных. Как показывает практика, зимой увеличивается количество возгораний в жилом секторе и гаражных боксах. Причиной тому подключение дополнительных систем отопления и обогрева. В период новогодних и рождественских праздников в нашем районе прошли совместные профилактические рейдовые мероприятия под названием «Жилище». То есть пожарный надзор, отряд государственной противопожарной службы совместно с МВД и с органами местного самоуправления. Провели профилактические рейды в жилых домах, социально значимых объектах и по малоимущим семьям. Со следующей недели в нашем районе запланирован тоже совместные профилактические мероприятия под названием «Безопасный гараж». А вот в Амгинском районе за 2021 год зарегистрировано 35 пожаров. С приходом холодов число возгораний из-за нарушений правил безопасности увеличивается. Поэтому спасатели проводят профилактические рейды с населением во избежание возникновения бытовых пожаров. В прошлом году сотрудники пожарной части Амгинского района совместно с представителями предприятий поддержали республиканскую акцию «Предупреди пожар, установи, отпи». И установили 98 сигнализаций. Также по программе «Комплекс дополнительных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» 352 семьям поставили сигнализации с сим-картой. Особое внимание уделили семьям из группы риска. Это одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи. Приходили к нам по акции с администрацией Наслега и установили чипирование. И теперь мы как бы живем в безопасности. Потому что в любой момент, если случится возгорание, к нам придет сигнал, что у нас случилось дома пожар или что-то еще, воздымление, горение, и поэтому мы будем об этом знать. Допустим, в прошлом году, когда у нас загорелся дом-терраса, мы об этом не знали. Если бы был бы, например, у нас стоял бы такой бы жучок чипирования, тогда бы мы сразу бы узнали, что у нас горит дом. Переходим к другим темам. Выставка, посвященная 30-летию Министерства по внешним связям и делам народов республики «История в лицах», открылась в Доме народов имени Кулаковского. В экспозиции представлены исторические материалы, статьи, книги, сборники о деятельности министерства, фотографии руководства и сотрудников, начиная с 1992 года по настоящее время. Выставку приурочили к столетию Якутской АСР. 19 января 1992 года государственный орган был создан указом президента республики Михаила Николаева. Сегодня Якутия осуществляет широкое экономическое, культурное, научное сотрудничество со многими странами и активно участвует в деятельности международных организаций. Будь то культура, будь то социальная сфера, в основном экономика, спорт, образование, медицина. И во всех этих отраслях шли договора взаимовыгодного сотрудничества. Как подведомственное учреждение мы тоже вносим свой вклад в реализацию стратегии государственной национальной политики республики, в реализации таких многонациональных, межнациональных проектов в сфере гармонизации межнациональных отношений. Далее по развитию этнокультуры народов, проживающих в республике Саха-Якутия. И в конце выпуска о спорте. Дзюдо – один из самых зрелищных и захватывающих видов спорта в Якутии. Это единоборство разбивается не один десяток лет в нашей республике, но за последние годы вышло на совершенно новый уровень. В этом есть и заслуга героя нашего следующего сюжета. Давайте посмотрим. Золотые медали, кубки, дипломы. Плох тот спортсмен, который не мечтает обо всем этом. Но добиться успехов без хорошего тренера невозможно. И сегодня мы вас познакомим с одним из лучших тренеров по дзюдо в нашей республике. Дамдиндорж Гамбадорж – потомственный тренер. Любовь к этому виду спорта ему привил отец. Начало было в 10-летнем возрасте. Когда наша семья переехала, это был 93-й год, и отец мой тренер с собой привел в зал, одел кимоно и начал тренироваться.
Из моих там достижений это я победил вторые игры «Дети Азии», был победителем. И выиграл мастерский турнир, выполнил норматив мастера спорта. Вот. В студенческие годы активно занимался, а потом уже вот по окончании учебы в Красноярске уже потихоньку уже определился с будущим своей профессии и начал тренировать потихоньку. Но лучше всего о тренерских качествах говорят успехи спортсменов. Первой подопечной Дамдина, которая показала результаты, была Татьяна Мисайлова. Вот у меня ученица Татьяна Мисайлова, есть она из Якутии, которая, представляя Якутию, впервые стала победителем первенства России. В 2012 году еще вот это было в городе Ачинск. Вот, ну и все это когда вот крылья вырастают, когда ты кого ведешь, и в итоге такие достижения, а потом хочется еще и еще, и оно немножко похоже вот на такую зависимость, наверное. 2021 год был, наверное, самым урожайным на медали для воспитанниц Дамдина. И впервые в истории якутского дзюдо сразу 7 представителей Якутии попали в сборную страны. Мы смогли завоевать медали со всех официальных стартов этого года, по всем возрастам, которые у нас проходят. Ну, один из самых заметных – это, конечно, бронзовая медаль Нади Татарченко на первенстве Европы до 23 лет. Это у нас как бы мы завысили свою планку. Вот. Если до этого у нас были по кадетам медали с первенства Европы и мира, сейчас уже по юниорам. И надеюсь, что в ближайшем будущем уже и по взрослым у нас пойдут медали с официальных стартов. Чемпионат Европы, чемпионат мира. Да, 7 из Якутии, представляющие сборную команду Якутии. В данное время, получается, 5 спортсменок уже во взрослой сборной команде и 2 спортсменок в юниорах. Нельзя быть хорошим тренером без постоянного самосовершенствования. На сегодняшний день Дамдин – единственный в республике тренер, который получил черный пояс в Японии, в Академии дзюдо. И я очень благодарен, что вообще мне посчастливилось вот так вот побыть и расширить свой опыт тренерский. Ну и благодаря тому, что потом наши спортсмены начали туда приезжать, перенимать опыт, оно очень сильно их, конечно, подняло мастерство. Сегодня сейчас мы пожинаем вот такие плоды, это тоже результат той работы, которую мы провели в Японии. Дай бог, чтобы быстрее вот эта пандемийная история, все это закончилось, и когда границы откроются, будем уже и молодых тренеров туда на стажировки отправлять, чтобы они тоже прошли путь, который я прошел, чтобы получили настоящий японский черный пояс и дан соответственно. С началом Нового года стартовал и новый спортивный сезон. Желаем воспитанникам якутской школы дзюдо золотых медалей и первых мест на соревнованиях и вывести наш спорт на новый уровень. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. И к этому часу у меня вся информация. Не переключайтесь и оставайтесь на нашем канале.